Положение Дагестана таково, что ему необходимо даровать очень широкую автономию. Вместе с тем Дагестан малооднороден как по своему этническому составу, так и по своему историческому делению. До завоевания русскими Дагестан делился на целый ряд мелких ханств, совершенно независимых друг от друга и не подчиненных никакой верховной власти. Традиции этого прежнего дробления сохранились в Дагестане и по сие время. Административному объединению Дагестана сильно мешает отсутствие общего языка. В прежнее время дело доходило до того, что официальная переписка и делопроизводство велись на арабском языке, и на том же языке издавались русские правительственные объявления. Туземных языков слишком много. В Андийском округе на протяжении 70 верст по течению Андийского Кайсу говорят на 13 различных языках. Всего туземных языков в Дагестане около 30. Существует несколько международных языков, служащих для сношения горцев различных аулов между собой. Таковыми являются языки аварский и кумыкский в северной и азербайджанский в южной части Дагестана. Очевидно, официальным языком следует сделать именно один из таких международных. Однако далеко не безразлично, какой именно из языков выбрать для этой цели. Кумыкский язык является международным почти всего Северного Кавказа, от Каспийского моря до Кабарды включительно. Азербайджанский господствует в большей части Закавказья, кроме Черноморского побережья, и кроме того в Турецкой Армении, Курдистане и в Северной Персии. Оба эти языка тюркские. Надо иметь в виду, что при интенсификации экономической жизни пользование международными языками приобретает такое значение, что вытесняет туземные языки. Многие аулы южных округов Дагестана уже совершенно обазербайджанились. Вряд ли в интересах России допускать такую тюркизацию Дагестана. Ведь если весь Дагестан тюркизируется, то получится сплошная масса тюрков от Казани до Анатолии и Северной Персии, что создаст самые благоприятные условия для развития пантуранских идей с сепаратистским, русофобским уклоном. Дагестан должен быть использован как естественный барьер на пути тюркизации этой части Евразии. В северных и западных округах Дагестана дело обстоит сравнительно просто. Здесь следует признать официальным языком аварский, являющийся и без того родным языком для населения Гунипского и Хунзакского округов и международным языком для Андийского, Казикумухского, частью Даргинского и частью Закатальского округов. Следует поощрять развитие аварской литературы, прессы, вести этот язык во все низшие школы перечисленных округов, а также в соответствующее среднее училище как обязательный предмет. Сложнее дело обстоит в прочих частях Дагестана. Из всех южнодагестанских племен самое большое, кюринское, занимающее почти весь Кюринский округ, восточную половину Самурского и северную часть Кубинского уезда Бакинской губернии. Из всех нетюркских туземных языков этой части Дагестана кюринский язык самый простой и легкий, он близко родствен некоторым другим туземным языкам того же района. Поэтому его можно было бы сделать для этой части Дагестана международным и официальным. Таким образом, Дагестан в языковом отношении оказался бы поделенным между двумя туземными языками, аварским и кюринским.